Хотелось бы отметить по поводу гаплогрупп некую информацию, которую нам рассказал генетик-исследователь, наш хороший знакомый. Исследователь объясняет. Во-первых, сами гаплогруппы могут меняться, а предыдущие пропадать. Простой пример осетины, у них доминирует G2, но там молодые ветви. А осетинский народ имеет древнюю историю, это говорит о том, что до появления G2 у них могли быть другие гаплогруппы. Простой пример. В народ попадает пришлая небольшая группа людей, полностью растворяется в этом народе, генофонд народа сохраняется в этом процессе таким образом. Но небольшая компания пришлых людей, однако, может очень объемно передать чужую гаплогруппу, о которой были изначально уже будет просто не видно. И скорее всего, лично на мой взгляд, у осетин до появления G2 была другая гаплогруппа или гаплогруппы. Или возьмем чеченцев, у нас есть разные гаплогруппы, и J1, и J2, и L3, и G2, и Q, и T, и другие. Но все их носители по генетике, коренные чеченцы с сугубо чеченским происхождением и этногенезом, все они имеют общих им предков. То есть все носители этих разных гаплогрупп по крови и генетике абсолютные чеченцы, несмотря на разные гаплогруппы. Лично, на мой взгляд, объяснить можно это тем же, в древний период могли попадать в чеченский ареал небольшие группы пришлых людей, которые полностью растворялись в чеченцах, чеченский генофонд сохранялся. Но получал чужие гаплогруппы, то есть поэтому у чеченцев все носители этих даже разных гаплогрупп все равно по крови и генетике абсолютные чеченцы. Все они имеют общих им предков, несмотря на разные гаплогруппы. И поэтому носители всех этих даже разных гаплогрупп у чеченцев – это коренные чеченцы по генетике. Поэтому нет смысла вести споры, у кого какая гаплогруппа, так как все они чеченцы с общими предками. Известно стало и то, что многие осетины происходят из чеченского нашхойского генетического кластера, некоторые также происходят от чеченцев-малхистинцев. То есть, до перехода на осетинский язык, предки, если, конечно, не всех, но многих осетин, были конкретно древние чеченцы. Думаю, в целом, нас еще ждут большие открытия в будущем.